В детской реанимации слышен только писк приборов. Самый маленький пациент здесь весит около 600 граммов и родился 7 суток назад. С каждым годом число преждевременных родов в республике только растет. Иногда в реанимацию в день поступают до 18 детей. Дети поступают не только из нашего перинатального центра, но и доктора нашего отделения выезжают в районы, забирают детей на искусственной вентиляции, специальных аппаратах и привозят сюда. Разгрузить врачей реанимации помогут дополнительные койки в новом перинатальном центре, строительство которого началось в декабре 2014 года. Сейчас возводится 7-й этаж. Но по первоначальному графику летом 2016-го здесь уже должны были принимать первые роды. Срыв строительных сроков произошел прежде всего из-за игнорирования заказчиком особенностей грунтов в регионе. Когда мы установили свайные фундаменты, расчетной температуры грунт не набрал. Поэтому в прошлом году мы приостановили работу на уровне 5-го этажа, как не было разрешения на загрузку свай. Отставание в 19 месяцев ставит под вопрос заключение контрактов на поставку и монтаж медицинского оборудования. Уже выполненные работы не оплачиваются. Фактически строители не досчитались около 130 миллионов рублей. Сейчас прорабатывается вопрос об увеличении авансовых платежей и проводится оптимизация строительных сроков. Для оптимизации сроков строительства возведение перинатального центра ведется поточным методом. Где освобождается фронт работ, часть строителей сразу же переходит туда. На данный момент уже утеплены внешние стены до 4-го этажа. Параллельно с ними внутри ведутся отделочные работы. Но даже сроки, установленные сегодня, могут быть еще нарушены. Поздняя выдача проектной документации задержала финансирование. До сих пор нет окончательной стоимости проекта. Из-за скачков валютных курсов резко выросла цена медицинского оборудования. Позиция руководства Якутии неизменна. Для высокотехнологичной помощи закупать будут только зарубежные установки. Импортозамещения основного медицинского оборудования не будет. Будет только вторичное оборудование, которое никаким образом на технологии или на процедуру, которую показывает, не повлияет. Стройка находится на онлайн-контроле заказчиков и руководства республики. По плану все работы должны завершиться к концу декабря этого года. Главное сегодня не задерживать финансирование и документацию, ведь от сроков ввода нового центра зависит количество спасенных маленьких жизней. Анна Лебединская, Александр Князев, Вести, Якутск.